В России набирают обороты истории с так называемыми «черными вдовами». Человек быстро женится, подписывает контракт и едет на войну за деньги и погибает. А после этого вокруг его наследства разворачивается настоящая битва за миллионы рублей гробовых. То есть ты находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Так произошло с Романом Горяшиным из Якутии. По словам его дочери Екатерины Лазаренко, отец женился за сутки до отправки на фронт, а женщина до этого не была частью его жизни. После гибели Романа черная вдова получила ключи от квартир и машины, сняла с его счетов более 1 миллиона рублей. Менее чем за сутки до своего ухода. То есть уже после подписания контракта добровольно на СВО 24 июля 2025 года заключил брак по инициативе женщины, этой так назовем ее, и 25 июля он уже ушел. У нас есть подтверждающие переписки о том, что брак был заключен фиктивно с целью того, чтобы эта гражданка вытащил нашего отца с зоны СВО. Но когда он пропал, эта женщина присвоила себе ключи от всех его квартир, ссылалась на то, что она жена, пользовалась имуществом нашего отца, в том числе автомобилями, гаражами, 2 квартирами. Помимо этого, когда он уже признан был погибшим, вернее, в процессе это признания погибшим, она не предпринимала никаких действий в поисках нашего отца, транспортировки нашего отца. Она сняла себе с его счетов более 1 миллиона рублей. У нас есть подтверждающие также переписки о том, что она спрашивала пароли у командира части нашего отца, где он проходил службу, от его карт, нежели беспокоиться о его самочувствии и где он находится. Также она отказалась от опознания, ей было все равно кого хоронить. Полгода она практически не работает, катается по отпускам, живет свою беззаботную жизнь.